красивейший исторический, такой ажурный вокзал. Может, Вроцлав главный, да, тут есть еще и библиотека, ничего себе. И, ну, выглядит вот как здание времен вот эпохи промышленного такого расцвета 19 века. Возможно, это и есть, и его и строили в ту эпоху. Вот. Просто красота, вы посмотрите, это какой-то храм, а не вокзал. Да, в реконструкцию вокзала вложили 200 миллионов долларов. Вот здесь раньше, говорят, везде были автомобили, парковка. Однако смотрите, какая сейчас красота. Это просто дворец исторический. Ну и здесь рядом озеленение, лавочки, общественное пространство. Видите, велодорожка, да, отдельно выделена из асфальта, а не с брусчатки, отдельно выделена от вообще другого трафика. А мы сейчас подходим к новому автовокзалу Вроцлава. Говорят, что это что-то такое космическое. Навигация еще и на полу есть, можно выходить. Да, и мы выходим на платформы автобусные. Вот, собственно говоря, они. Смотрите, насколько все сделано по-космически. Не все автовокзалы, к сожалению, так выглядят. Тоже без барьерка, нигде нету бордюров. Ну, они есть, но переходить все в один уровень. Раскрашено нужным стилем. Табло. У нас, знаете, как направление там по цифрам всегда ездит. Варшава, Прага, да. Краков, Да. Берлин. Ну, обычно. Это город трамваев. Здесь очень их много, то есть здесь видно соединение улиц, да, и на всех из них есть маршруты. Красивые пятисекционные, там есть более исторические трамваи, современные. Ездят они быстро, ездят они четко, не имеют разделения. Вот, существуют остановки выделенные, и в принципе они вывозят весь город просто на отлично, потому что трамвай это самый эффективный вид транспорта. Ну, как бы вложенные деньги на пассажиропоток это самый эффективный вид транспорта. Вот это единственный небоскреб, я так понимаю, Вроцлава. Велики стартовали вперед, проезжали, то есть машина должна останавливаться раньше, а велосипед может перед ними. Смотрите, это просто торжество урбанизма. Полный геноцид автомобилей в городе. Трамваи, велодорожки, минимальное количество полос. Как видите, пробок нету. Кстати, часто тут пробки? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Вот. Я просто не еду. Зачем? Зачем ездить на автомобилях, ребята? Для любителей купить себе что-нибудь, чтобы погонять, видите, как все сделано. То есть по-любому тут не разгонишься, потому что здесь искусственное сужение, как сказали бы в России или в Белгороде. Вот люди же разобьются об нее. Не, это ездить правильно надо. И как бы видите, то есть машины здесь, по крайней мере, вот это работает стратегия нулевой смертности, как во всем мире, что сама архитектура дорог должна предотвращать полностью разгон выше, чем положено. Человек и не под дождем, и может, да, на первых этажах бизнес предусмотрен в здании, ну и формируется такая улица, красивая галерея, чтобы, ну, как бы это прямо здание, получится здание, впускает в себя часть улицы. Центр города, это такая дворцовая архитектура, соборы какие-то, здания 19 века, я думаю. А что это за современное такое? 14-го, ничего себе. А вот это что за современная архитектура? Это есть форум музыки. Изначально его, короче, лет 10 назад начали в планы уже вносить. Мэр сказал, он будет стоить это, ну, обещал гражданам, говорит, так и так, он будет стоить, 100-150 миллионов евро. В итоге, спустя, не знаю, 8 лет, когда построили, финальная сумма вышла по оценкам экспертов за миллиард. Но мой, люди, когда узнали этот факт, они не особо обиделись, потому что, у них, знаешь, простой вопрос.
Вы рады, что у вас в городе появилась опера? Вот такого уровня мирового сюда приезжает, ну, культурный центр. Это, ну, типа, ок. Европа заплатила. Это стеклянные фонтаны или нет? Нет, это не А, это лифты Нет. просто? Это лифты вниз, да, подземный эти паркинг. Проводят раскопки и прямо стеклянные, такие как на Личковском мосту, с панели, по которой можно ходить и видеть кусочек истории. То есть и сейчас прямо раскопки проходят? Да? Законсервировали. То есть это такая консервация. Я думаю, что по земле, возможно, эти руины открыты как-то. Да? Класс. Здесь жили короли, здесь прям даже Наполеон приезжал, когда планировали типа, всякие там грязные штучки. Вот то здание, там, я не знаю, можно сейчас прийти, там бесплатный музей, там такая красотища, быт, знаешь. Вот здесь музей, тут опера. Это просто культурнейшее место. И вот смотрите еще раз, вот этот небоскреб, как не поставили, он со всех сторон, в принципе, смотрится на своем месте. Я не знаю, ну, мне так кажется, что его поставили именно в видовой точке. Так, смотрите, у нас такого нет. Видите, исторические снимки именно этих улиц, этих мест. Рядом, как бы, ну, сделано, можно всегда посмотреть, как менялся город. Но это такой рынок, то есть это уже мы в историческом центре города. Почти нету автомобилей, тоже пешеходная зона. Ну, чудесно. А вот это вот гном, городской талисман. Величественная костелы. Вот везде в Польше на центральных площадях так дома такими крышами интересными. Ну, смотрите, этот костел. Смотрите, везде пешеходная зона, везде брусчаточка, исторический центр. В городе 1600, да, ну везде находится место всем для прогулок. Это еще это ковидное время, то есть тут всегда, наверное, многолюдно. Вот, то есть в наших областных центрах восстанавливается исторический центр, делаются пешеходные зоны. Это очень круто, очень надо. Вот, потому что город тогда становится реально живым, крутым и классным. Тотальная деавтомобилизация и пешеходные улицы в центре города должны быть. То есть количество костелов здесь старинных, то есть, наверное, столько же, сколько трамвайных линий, наверное. Здесь это очень европейское место. И смотрите, стандартные пятиэтажечки, где-то мы их уже видели. А это оставляют реально следы от пуль, от войны, и, судя по всему, возможно, здесь кого-то приставляли к стенке, к сожалению. Вот такая живая история в зданиях. Ну и какая красота, посмотрите, нас ждет. Секунду. Еще раз про дороги. Везде велодорожки, везде сужение, везде трамвайные пути. Просто чудесно, просто невероятно. Это такое место между речи, где всегда люди, как вот говорят, здесь постоянно обычно в нековидное время все сидят на траве, играют, гуляют, общаются, то есть это такое хорошее. На траве, возможно, тоже сидят. И тут проводят время. Да, городу нужны такие общественные пространства в центре. Почему современную архитектуру, ну, реально можно делать, у нас так не делают, без всяких уродских выкидонов, там, не знаю, с капиталистическим романтизмом, с всякими там подколками, вентфасадами и так далее, с этим ужасом, который у нас был в нулевые 90-е. Можно сделать просто сильно, красиво и по-современному. Как видите, в историческом, ну, в центре это не мешает. То есть это красиво. Почему у нас так не делают? Не знаю. И это самая старая часть города, где красивейшие соборы, архитектура находится на островах, это часть города. Мосты, как видите, тоже красивые. Ну,
Жалко, что я приехал в плохую погоду, но город просто идеальный. Мне хочется тут жить реально. Я там буду жить в другом польском городе, но мне хочется тут жить. Здесь реально просто урбанистический рай. Историческая застройка, велосипедная инфраструктура, множество парков, зелени, высотных доминант красивых, там, как соборы, как тоже современные какие-то здания. Трамвайный рай. Ну, это просто чудо. Какой красивый собор, район исторический. А здесь, как всегда, фотографии, что было после войны. Как видите, все восстановили, исторический центр. То, что в Минске, к сожалению. Просто везде, на конце каждой почти улицы в центре есть костел, который таки является завершением архитектурного ансамбля улицы. Это очень красиво, но вот согласитесь, вы здесь хотите жить или в каком-нибудь там муравейнике микрорайоне? Ну, просто непонятно, что здесь. Тут чувачок, это фонарщик, который сейчас будет зажигать фонари. Смотрите, как это делается, зажигается фонарь. Вот. Все. Теперь уличное освещение работает. И Грундвальдский мост. Потому что мы в Грундвальде показали Тевтонскому ордеру. Посмотрите, какая красота, насколько красивый мост. Это просто, ну вот, не везде вы такое найдете. Ну и набережная сделана действительно очень хорошо, продуман контакт с водой. И вообще вот набережная в виде ступенек, это классно, летом можно посидеть, отдохнуть, чтобы молодежь тусовалась. А это фуникулер, получается, который между корпусами Политехнического университета. И он идет через реку, подвесная канатка, вон туда. И обычно работает по билетам общественного транспорта, но сейчас то ли ковид, то ли что, все закрыто. Здесь сделали реконструкцию, есть общественные такие пространства, чтобы люди сидели, прям под фонарями, все продумано. И здесь спуск на новую реконструированную набережную. И смотрите, сколько на причале кораблей, которые обычно в обычное время вот все вот они возят людей по городу, то есть такой речной трамвай или как катер. Есть, знаете, для населения 600 тысяч это просто невероятный город. Ну, вот по меркам Беларуси вы такого нигде не найдете. Очередной мост исторический. Но до войны, я так понимаю, он был деревянным, а сейчас металлические конструкции. Вы посмотрите, вот, не знаю, сами ощущения, когда ты по нему идешь, такие фонари. Камера это не передаст, но на самом деле очень атмосферно. Все тут атмосферно. Подходим к зданию ЮНЕСКО, как оно называется? Хала столетия. Хала столетия. И вот такой шпиль. И ладно, вообще ощущения довольно такие, ну, действительно архитектура величественная. Может, что-нибудь расскажешь про эту халу? Это любимое место Гитлера было просто, он был там выступать, прям как стендап. Ну, стендап у него жесткий. Но да, панчлайны мало кому нравились. Ну, приходилось терпеть. Действительно, вот здание напоминает какую-то вот архитектуру, вот как Берлин Гитлер хотел перестроить, очень похоже, действительно. Вот был зал народов, который Гитлер хотел сделать, купол. Если помнишь, что внутри, короче. Ну, типа, не знаю, я тебе покажу, да. Но в целом очень много посадочных мест. Его было слышно, самое главное. Национальное собрание Германии, съезд социалистической партии. Реально огромное здание, а вот эта игла просто космического какого-то масштаба, то есть гомельский флагшток рядом не стоял. И рядом тут все, как это сказать, здания, все ансамбль сам по себе, довольно большие просторные места перед этим, то есть оно все такое ввергает в какой-то, ну, своим масштабом
в такое, не знаю, благоговение или что, ну просто ты ощущаешь себя маленьким человеком по сравнению с этими зданиями. 90 метров. 90 метров? А это когда строили, то есть... 97 год. Нет, не иглу, а... Это 1910. А, да, то есть это еще... Не самое старое, не самое новое. Ну это немцы строили. Да, конечно. Ну вот, видите, очень все похоже на то. Немцы для немца. Для немца. В 1913 году построили. Ну, знак ЮНЕСКО. Ну вот, чтобы вы знали, в каких местах Гитлер любил проводить свои шабаши. Ну, примерно в таких. Вы представляете, когда играет здесь музыкальный фонтан с видом вот на эту шайбу. Это просто очень величественно. Мы сейчас с вами находимся на транспортно-пересадочном узле трамвайном. Здесь сразу несколько трамвайных путей, такой вокзал. Есть подземный переход, однако много лифтов. Везде табло с указанием маршрутов, навесы. Довольно удобный пересадочный узел. Также можно перейти и без подземного перехода. Вот здесь вот весь город пронизан трамвайными, автобусными маршрутами. Автобусы имеют право ездить по выделенным полосам. И как видите, вот и подъезжает один трамвай, сзади уже другой. Это нам вот этот? Вот, нас как раз поджидает пятисекционный. Песо, да? Это Песо? Шкода. Шкода? Да. Шкода пятисекционная. Такой вместительный маршрут. Почему? Сейчас будет меняться маршрут. Трава очень классная вещь, потому что очень понятный габарит, и ты вообще, где он будет ехать, ты не боишься подходить к нему близко. Это очень тихий современный вид транспорта, и также он имеет скорость разгона очень быстрого, то есть сравнимо с электромобилем, с хорошим поездом, да, и это самый лучший вид транспорта на вместимость, он самый вместительный. Но здесь почему-то, например, гремит, но когда модернизируется и смотрится, ну, когда смотрится за рельсами, то трамвай тише автобуса. Вот мы с вами попадаем в салон трамвая. Как выглядит идеальная улица, вы посмотрите. Здесь все сделано для велосипедов. То есть здесь реально нет пробок, я даже очереди на светофорах почти не видел. Весь нужный трафик забирает велосипед и трамвай, и вообще общественный транспорт. Машинами пользуются только те, кто, ну, кому реально вот уже действительно надо или очень сильно хочется. Это просто, ну, очень круто. То есть возле вокзала есть перехватывающие велопарковки, но я думаю, это маленькая велопарковка, на самом деле чаще бывает гораздо больше в Европе. Вот. Ну и ночью Вроцлав главная станция выглядит еще более красиво, чем днем.